Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях». С вами Ирина Ефимова. Кибермошенничество в наши дни давно перестало быть экзотикой и становится уже одним из основных видов мошенничества. Наверное, только этим можно объяснить непрерывный рост такого рода преступлений. В прошлом году суммарный ущерб жителей нашей республики от дистанционного мошенничества впервые превысил 1 миллиард рублей. Всего за 2024 год жители Якутии перечислили кибермошенникам 1 миллиард 202 миллиона рублей. Это на 224 миллиона больше, чем в 2023 году. Как же противодействовать кибермошенникам и как защититься от уловок аферистов? Об этом пойдет разговор сегодня в нашей студии с гостями. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Самозапрет, как одно из ограничений, одна из новостей в этой сфере, да, у нас введен самозапрет на выдачу дистанционных кредитов. Он вступил в силу с 1 марта, то есть буквально пару дней назад. Давайте посмотрим сюжет об этом. Только с начала прошлого года якутяне перечислили мошенникам свыше 49 миллионов рублей. А ведь зачастую это не только личные накопления, но и кредитные средства. Получается, что денег нет, а долг остается и даже выплачивается. Только не мошенниками, а жертвой. А вот стать ею может каждый. В своей, скажем так, работе злоумышленники не гнушаются и психологического давления, и разного рода хитрых уловок. Например, с одной из пострадавших работали по схеме лжесотрудников. Сначала с ней связался начальник, затем сотрудник ФСБ, следователь и прокурор. Под страхом уголовного преследования из женщины и выудили нужную информацию. Давили на то, что у меня там 3 детей, что они там могут остаться без мамы, что маму могут в любой момент арестовать. Сотрудники из ФСБ меня проинструктировали, как себя вести. И в случае вопросов отвечать им спокойно, что это мои личные средства, что я имею право и распоряжаться ими. В общем, сказали прийти в банк, и я обналичила ту сумму, которую мне сказали. Общая сумма 1 810 000. Вы перевели на счета, которые вам продиктовали. Да. В таких случаях счет идет на минуты. Чем дольше процесс оформления кредита, тем больше вероятности, что будут приняты меры по предотвращению хищений средств. Если гражданин находится под воздействием мошенников и пробует оформить кредит, у него это не получится, если у него стоит самозапрет, поскольку потребуется время для того, чтобы снять это ограничение, и за это время человек может одуматься, у него появится именно такой шанс. Кроме того, если человек понимает, что он поставил самозапрет, он просто не поверит мошенникам, которые как раз пугают именно тем, что говорят, что на человека оформляется кредит, и якобы какой-то незнакомец пытается получить доступ к кредитным средствам. Оформить такой самозапрет легко. Достаточно будет подать заявление через портал госуслуги. Действует он просто. Любые заявки на оформление кредитов будут отклоняться до тех пор, пока самозапрет не будет снят. Правда, отменить действие механизма будет сложнее. Здесь уже понадобится усиленная электронная подпись. Самозапрет оформляет человек лично, потому что госуслуги есть у каждого человека, или их нужно установить каждому человеку, да? Либо через МФЦ, там требуется собственноручная подпись. Поэтому в данном случае можно только человеку, родственнику, знакомому посоветовать и рассказать о том, что есть такая сейчас услуга, такая возможность обезопасить себя от мошенников и просто помочь рассказать в оформлении, как это можно сделать. Помимо самозапрета, с 1 сентября заработает и программа периода охлаждения, согласно которой получить деньги по кредиту или займу от 50 до 200 тысяч рублей можно будет только через 4 часа после заключения договора. Для большей суммы это время займет 48 часов. Принцип тот же. Чем больше у жертвы есть времени, тем больше вероятность помочь ей. Сарглана Неустроева, Джулустан Иннокентьев, Якутск. Ну что ж, как по вашему мнению, насколько такая мера вообще может быть эффективной? Давайте с представителей банка даже начнем. Добрый вечер еще раз. Да, такая мера может быть весьма эффективной, потому что мошенники используют эмоции, то есть не дают человеку время подумать. Время на оформление, скажем, снятие того же самого запрета – это время подумать человеку. Также законодательная инициатива внедрения периода охлаждения, который 4 часа и 48 часов для больше 200 тысяч, это тоже время человеку подумать. Он может подумать, он может встретиться с кем-нибудь из родных, знакомых, поговорить, и, может быть, кто-то его и остановит. То есть это то временная задержка, которая позволяет человеку подумать
и правильно распорядиться его деньгами. В том числе и не оформить кредит, который ему говорят мошенники или как-то им руководствуются. А вообще, вот сколько, есть такая статистика, сколько объема кредитных средств мошенники похищают, да, и сколько собственных средств? Ну, Есть ли, вообще есть ли есть. такое? Есть такая статистика, порядка 30% украденных средств, тех средств, которые украли мошенники, это кредитные средства. Это можно представить, если у нас уже 1 200 000 мы потеряли, да, то это почти, сколько, 500 миллионов, это кредитные средства были. Но самозапрет не распространяется на ипотеку, не распространяется на займ на образование. Какие-то еще ограничения есть? Самозапрет вообще распространяется на выдачу новых кредитов. На действующий кредит это не распространяется, потому что кредиты на ипотеку, на образование, на автокредит или под залог там, автомобиля или недвижимости – это целевые кредиты, и на них самозапрет не распространяется. Также не распространяется на уже выданные те же кредитные карты или же другие кредиты, потому что они уже выданы, потрачены, и они уже оплачиваются в срок. Ну, то есть у банка нет никаких претензий. А правильно я понимаю, что самозапрет – это самозапрет на дистанционное только оформление кредита, то есть никто мне не мешает также, если мне понадобятся деньги, пойти в банк, подать заявление и взять кредит лично? Самозапрет – это, в принципе, запрет на выдачу кредита. И дистанционно, и оффлайн. Да. И дистанционный, и И оффлайн. оффлайн, А почему так сделали? Потому что человек может руководствоваться мошенниками, и он может прийти в банк и получить кредит под их воздействием. Пока они его ведут по Да. телефону. Да. Мошенники часто же используют этот момент, именно психологическое давление на жертву, что не дают ей возможности даже связаться со своими родными. И человек идет, они его ведут, они заказывают человеку такси, они его сопровождают до отделения банка. Если в этом отделении у него не получилось оформить кредит, они его сопровождают в следующее отделение и так далее. И так они могут его возить по городу, скажем так, за свой счет, да, пока он не наберет необходимую для них сумму, то есть пока их сумма не удовлетворит. Вот. И самозапрет особенно рекомендуется гражданам пожилого возраста. Если у вас есть родители, которые уже на пенсии и которые самостоятельно не могут себя защитить, то детям рекомендуем помочь им зайти в госуслуги и оформить самозапрет, особенно на пожилых родственников. Также на студентов это можно сделать, на детей, которые уезжают в другие города на обучение, чтобы как-то обезопасить их тем самым от того, чтобы их защитить от мошенников. А существуют ли вообще определенные какие-то группы риска? Возраст, уровень образования, рододеятельности? Потому что раньше говорили о том, что в основном пенсионеры у нас страдают, а потом выяснилось, что все-таки больше страдает активная работающая часть населения там, в возрасте в районе 30 лет. Сейчас вот мы говорим опять про пенсионеров, про студентов. Полицию хотелось бы услышать. Ну, возраст вообще совершения, получается, дистанционных преступлений, мошенничества, в том числе в отношении жителей страны, оно вообще заключается, оно не варьируется прям в каком-то таком соотношении, потому что перед тем, как злоумышленники начинают совершать какие-то подобные действия мошеннические, они как бы заблаговременно уже знают все сведения о человеке, кому собираются звонить. То есть это не холодные звонки, так называемые? То есть это уже как бы люди подготовленные, они уже знают, кому звонить, зачем звонить и как вести беседу, что есть у человека, что нету. Тут уже вопрос зависит от того, кто поведется на эти уловки и кто не поведется. И как показывает статистика, у нас статистика показывает, что у нас более подвержены этому люди пенсионного возраста, и также люди, которые подпадают по возрасту от 27 до 35 лет, грубо говоря. Вот. Пугает их больше всего, идут они на контакт. Почему? Потому что их в первую очередь запугивают. То есть запугивают, сначала вводят в состояние стресса, соответственно, когда человек в стрессе, он уже соглашается на все условия, которые побуждают их. А чем, как правило, запугивают? Тем, что оформляют кредит на это? Нет, первоначально, когда они запугивают, они сначала представляются, что якобы они являются сотрудниками силовых структур страны, будь это ФСБ, будь это МВД. Потом представляются также якобы сотрудниками Центробанка, то есть слышав такие наименования, аббревиатуры, человек
понимая то, что дело набирает какие-то серьезные обороты, и при том, что они используют такие слова, как госизмена, прочее, то есть там может быть обернуться в отношении них якобы каким-то уголовным преследованием, соответственно, люди пугаются. Соответственно, которые люди не совершали ранее каких-то там преступлений и сталкиваются с этим подобным как бы в первый раз, конечно, они попадают в стадию такого шока небольшого, и они начинают как бы на этом очень сильно играть, давить, и, соответственно, пытаются всяко-разно их контролировать уже в дальнейшем. После этих слов, когда они ввели стресс, они начинают уже, так сказать, мы вам поможем, тут же якобы вот все будет хорошо, вы, главное, никому ничего не говорите, оказывайте содействие, и все. И люди, соответственно, начинают уже более доверять им, потому что даже был пример элементарно, нам как-то поступил звонок по 112, получается, это у нас подключена единая горячая линия, где мы оказываем, то есть практическую помощь по совершению, если в отношении кого-то совершаются дистанционные мошенничества. Был случай, когда бабушка, получается, была замечена в банке Промсвязьбанк. Вот, она хотела открыть дополнительный счет в этом банке. То есть операционист, менеджер, который принимал ее, она заподозрила что-то неладное, и она все время сидела на телефоне, разговаривала с кем-то. Ей задавали вопрос, с кем вы разговариваете, она говорила, что, неважно, это мое дело личное. Вот, и они обратились как бы за помощью, мы приехали и убедились в том, что она в этот момент разговаривала с мошенниками. Цель была просто, получается, она сняла все свои сбережения со всех банковских счетов, Сбербанк, ВТБ, и она должна была просто открыть счет в этом банке, соответственно, положить туда накопления свои и передать, так сказать, в руки уже мошенникам. То есть благодаря бдительности операционистов вам удалось пресечь это Да, и преступление? просто суть в том, что когда мы с ней разговаривали, элементарно работали с бабушкой прямо в самом банке, она сама не верила нам, что мы являлись сотрудниками полиции, то есть ее конкретно до такой степени окунули в то, что якобы все вокруг преступники, а вот те, кто с ней разговаривают по телефону, они как бы настоящие представители. Нам пора прерваться на небольшую рекламу. Продолжим сразу после перерыва. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Это «Якутия в деталях». Мы говорим о кибермошенничестве. И перед тем, как уйти на перерыв, как раз слушали историю о том, как нашим киберполицейским удалось предотвратить преступление. Остановились на том, что бабушка сама не верила, когда к ней обратились сотрудники полиции, в то, что это полицейские. Да, получается, она даже не верила в то, что сотрудники банка, которые, соответственно, должны были открыть счет, она не верила в то, что они тоже задействованы в том, чтобы ей как-то помочь. Вот. И в этот момент, когда она разговаривала, на том проводе, когда мы обнаружили, что она по телефону разговаривает, мы сбросили, получается, звонок и начали объяснять ей все в подробностях. Она долго не верила в все это. Потом, когда, получается, мошенник перезвонил на ее абонентский номер, причем способ звонка был, соответственно же, через мессенджеры, WhatsApp, Telegram, как обычно. Вот. Приняли звонок, поставили на громкую связь, уже где беседу вели, соответственно, наши сотрудники. Вот. И в ходе беседы уже только потом с мошенником она поняла то, что он является мошенником. Потому что он начал говорить такие сведения, что типа это якобы его бабушка. Она говорит, у меня нету никого, говорит, внуков нету. И вот она потом, только спустя минут 10-15, наверное, более-менее в себя пришла и поняла, что чуть ли не попалась на уловки мошенников. И вот только все благодаря бдительности граждан, соответственно же, и вовремя среагировав, можно предотвратили одно преступление какое-то, которое могло бы быть в дальнейшем уже понести какие-то для нее убытки, потери денежных средств. Также была известная история о том, как таксист предотвратил подобное преступление, да, услышал просто как... Таких способов на самом деле, по республике в последнее время очень много. Были случаи, когда и продавцы магазинов замечали что-то неладное, и в большинстве случаев это происходило с людьми как раз-таки пенсионного возраста. То есть, потому что, опять же, люди, которые совершают эти преступления, они уже заблаговременно знают, кому звонить, кто эти люди, кем являются, и в целом осведомлены, как вести беседу в отношении таких людей. Вот. И в целом, так как практика показывает, в последнее время участились случаи, где граждане бдительно реагируют на все эти моменты, пытаются, даже бывает, подходят, спрашивают, с кем по телефону разговаривать, возле банкомата стоят деньги, кто-то закидывает, если из пенсионеров, они подходят, обращаются к ним.
Вы сейчас упомянули о том, что звонки, как правило, поступают с мессенджеров. Действительно, это так, да? Да. К сожалению, это так, потому что в мессенджерах, сам мессенджер, тот же WhatsApp, да, он относится к компании, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации. Соответственно, отследить абонентов, отследить аккаунты в этом мессенджере очень сложно. И мошенники этим пользуются, и очень легко. И научились и взламывать аккаунты в WhatsApp, и научились и общаться, и научились подделывать аккаунты, допустим, делать фейковые аккаунты тех же банков или, наоборот, реальных людей, реальных руководителей. Мы с вами помним случаи, как мэра аккаунт, да, подделали и от его имени начали рассылать. В Телеграме они делают то же самое. То есть если в Телеграме очень быстро можно отреагировать и очень быстро можно все заблокировать, в отличие от WhatsApp. Потому что WhatsApp нужно полностью удалять с гаджета, полностью проверять все связанные устройства, и только после этого у вас будет возможность обратно вернуться в свой аккаунт, чтобы восстановить его. Ну и, конечно, оповестить все свои контакты, чтобы они не отправляли ни в коем случае деньги или не производили какие-либо действия, о которых их просят мошенники в тот момент, когда они взломали аккаунт жертвы. Поэтому здесь вот статистика такова, что в основном преступления это совершаются именно там. Ну, то есть самый главный, наверное, совет просто не брать трубку с мессенджеров, с незнакомых номеров, когда звонят, да? Абсолютно верно. Наверное, так. Вот проект «Мошеловка». Расскажите, пожалуйста, о нем. Такое интересное название. Да. Прежде всего, этот проект настроен на то, чтобы помочь гражданам нашим, чтобы была просветительская деятельность. Ну и, конечно же, в данном проекте работает множество экспертов, и деятельность происходит на том, что сначала идут обращения граждан, потому что их очень много. Далее проводится какая-то аналитика, да, и над каждым вопросом работают индивидуально. То есть здесь не только супер какие-то эксперты, но и просто ребята, да, бывает даже, вопрос, то есть жительница обращается, проводится работа, да, то есть она говорит, вот на меня вышли вот такие-то, такие-то люди, и, то есть она не сидит, у нее нет WhatsApp, да, хотя как бы распространенная платформа, по которой работают, да, там еще какой-то Viper, да, еще есть. Это все вот платформы компании, запрещенной в Российской Федерации, Мета. Вот. У нее не было этих платформ, но на нее вышли, нашли ее номер, данные, и все это можно сделать с помощью таких телеграм-ботов, на которые просто взял, заплатил там рублей 300-500. Может быть, кто-нибудь слышал, называется он «Глаз Бога». Вот. С помощью этой платформы просто можно найти любые данные, указания, которые люди так или иначе предоставили свои в интернете в качестве оплаты на каких-нибудь онлайн-платформах, и все это выявляется. Все это видно. Это вот этот так называемый наш пресловутый цифровой след, да, про что это? Да, абсолютно верно. Да, и все, и у человека, то есть видны его данные, люди находят, то есть там можно электронная почта, номер телефона, IP-адрес, да, место жительства, примерно с какого даже, каким оператором пользуется телефон. То есть это все то, что вот в общем доступе. То есть мы все об этом говорим, рассказываем, то есть предоставляем и ненароком указываем. И, конечно же, ребята, большинство это вот ребята, которые занимаются в проекте не «Мошеловка», да, а вот другой чуть-чуть проект, это «Кибердружина», они направлены на борьбу с мошенниками, а также с различными киберпреступлениями, включая экономическими. Вот. Это, конечно же, ведется работа. Вот сейчас мы поднимали вопрос о том, что люди разного возраста подвержены. То есть я могу сказать о том, что даже у меня в какой-то степени были знакомые, да, которые поддались на уловки мошенников, что вот вам нужно сказать номер, там звонят с номера там не 900, а 1000, да. Вот. И люди, конечно же, на это клюют. То есть это разного возраста. Тут все зависит от того, насколько люди осведомлены и, конечно же, предупреждены. Ну, давайте проговорим, какие сейчас самые популярные схемы. Вообще, я про мошеловку хотела бы еще дополнить, почему она так полезна. Во-первых, это инструмент для отслеживания мошеннических действий в интернете.
Потому что человек, который, например, столкнулся с мошенническим звонком или сообщениями и так далее, он может зайти на этот сайт и посмотреть примеры. Там люди оставляют комментарии, пишут номера телефонов, и можно даже сверить тот номер телефона, с которого поступил звонок, его можно ввести туда и проверить, мошеннический это номер или не мошеннический. То есть здесь и какие мошенничества были связаны с этим номером. Там вся аналитика, вся статистика там есть. Кроме того, можно оставить этот номер с комментарием о том, что вот мне позвонили, предложили, допустим, оформить полис ОМС, или говорили о доставке, или говорили еще о чем-то. То есть и когда специалисты, которые ведут этот сайт, собирают такую аналитику, у полицейских как раз появляется больше статистических данных о том, какие схемы мошенники разрабатывают. И там есть специально, кроме того, что это просто такая платформа для ловки мошенников, да, там еще есть образовательный контент. То есть там простым, доступным языком людям рассказывается о том, что нужно, необходимо делать, если вдруг вы стали жертвой мошенников, или для того, чтобы не стать жертвой мошенников. Ну обращение, я так понимаю, что, допустим, у меня реально был такой случай, мне звонили, чтобы продлить номер МТС, я что-то там с дуру им ответила, потом следующий звонок просит пароль на госуслугах, тут я уже сообразила, говорю, никакого я вам, значит, пароля не скажу. То есть в полицию обращаться как бы оснований нет, да, а я могу обратиться Да, вот в... да, абсолютно верно. Можете обратиться на этот сайт, зафиксировать номер, с которого звонили, и с какой историей звонили. Да, да. И это будет таким очень хорошим подспорьем для полицейских, потому что, мошенников, как мы видим, их много. Вот. И схем каждый раз, как только добавляется какое-то нововведение у нас в цифровой экономике, сразу добавляется и мошенническая схема. Вот как только ввели цифровой рубль, по-моему, тоже началось вот там такое, что что-то там предлагали с цифровыми рублями. Да, когда появилась первая информация о цифровом рубле, мошенники этим сразу воспользовались и начали, во-первых, внедрять негативную информацию в интернете о цифровом рубле, что это будет обязательно для пенсионеров, там, для социальных выплат и так далее. Такого сейчас нету. Сам проект «Цифровой рубль» сейчас идет в стадии проекта, то есть он пока еще не внедрен и в массовое пользование не допущен пока. Используется только тестирование между банками в основном. Поэтому, конечно, негативно мошенники любят распространять всякую такую информацию. И не только мошенники, еще и граждане, которые внушительны, доверчивы, они тоже это распространяют путем пересылки там в мессенджерах или в других источниках информации. Ну или рассказывают просто друг другу, вот там, ты слышал что-то такое. На самом деле такой информации нет. Цифровой рубль будет это третья форма рубля цифровая, и им, скорее всего, после того, как все пройдет, возможно будет пользоваться каждый по желанию. Сам счет цифрового рубля будет открываться там в коммерческом банке и будет у вас отражаться как обычный счет. Но пока информация про цифровой рубль такая. По окончанию проекта, тестирования проекта, будет уже точно доведена информация для всех, как будет пользоваться. А насколько сейчас среди кибермошенничеств распространен вот процент преступлений, связанных с криптовалютами и якобы вложениями в криптовалюту? Тут процент, это получается у нас совершение преступления идет уже когда люди, грубо говоря, на различных сайтах в сети интернет находят ссылки, помогающие там всплывающую рекламу. Вложи, инвестируй, заработай больше. Прочие такие инвестиционные проекты, как Газпром Инвест, там, ВТБ, прочие этих торговых площадок на самом деле очень много. И, соответственно, люди, которые, конечно же, обращают на это внимание, начинают оставлять заявку, грубо говоря, свою там, и, соответственно, им уже с ними созванивается якобы сотрудник, там, брокер, грубо говоря, какой-то инвестиционного фонда, компании, и начинают, грубо говоря, объяснять условия, как, что нужно, необходимо сделать. Преступлений на, получается, платформе инвестиционных проектов составляет, от всех дистанционных мошенничеств, примерно процентов, наверное, 25-30 вообще. Но они имеют место быть, и люди здесь уже иной раз сами попадаются на... То есть это не то, что мошенники охотятся и звонят целенаправленно, а это люди сами в поисках легкого заработка сами выходят на эти мошеннические схемы. Давайте обсудим это после небольшого перерыва. Оставайтесь с нами, не переключайтесь.
Это «Якутия в деталях». Говорим о кибермошенничестве, о том, как от него уберечься. И у нас есть небольшой сюжет о работе, предоставленной киберполицией. А давайте посмотрим. Вечером в пятницу 40-летнему сотруднику одного из учебных заведений Якутска позвонили якобы врачи и предложили пройти диспансеризацию. Мужчина согласился, а на утро проснулся должником. Сначала они спросили номер моего снился, а потом пришел код с госуслуги, и они сказали, что нужно его ввести для того, чтобы подтвердить электронную очередь. Ну, я сказал, и все. Потом в назначенный день пришел к врачу, а там говорят, что я не записан. Я подумал, что произошла какая-то ошибка, а записался по новой, уже в регистратуре. И только потом, уже спустя какое-то время, когда я не смог войти в госуслуги, понял, что это были мошенники. Для дополнительной защиты своего аккаунта на портале госуслуг следует настроить контрольный вопрос для смены пароля, затем установить уведомление на электронную почту о входе в личный кабинет и подтверждение в виде одноразового кода. В качестве дополнительной меры безопасности не стоит привязывать к аккаунтам в социальных сетях, давать при получении дисконтных карт либо при заказе в онлайн-магазине тот номер телефона, который привязан к вашему онлайн-банку и порталу госуслуг. Кроме того, не стоит указывать на этих площадках свои настоящие даты рождения и адрес проживания, поскольку их базы данных проще всего взломать. Ну что ж, вот такой совет. Не оставлять настоящую дату рождения, не оставлять настоящий номер. Вот насколько этот совет вообще действительно актуален и действенен. Давайте я, наверное, скажу по этому вопросу. Прежде всего, это, конечно же, я же говорил о том, что оставлять вот эти свои данные, да, большинство сейчас граждан сидят в социальных сетях, коммуницируют между собой, обмениваются какой-то информацией. И, конечно же, предоставление, вот, допустим, ведут аккаунт, допустим, даже тот же ВКонтакте, да, там показывают, укажите, где вы учились, где вы жили, где вы были, вот. Это все просто, очень легко найти. Каждый из нас может быть подвержен этому. Чтобы себя как-то обезопасить, прежде всего это, как уже и сказали, нужно как-то, можем будем говорить, давайте будем предоставлять фейковые данные, но потом как же мы войдем в аккаунт, да? Да, тот же вопрос выходит. Вот. Чтобы иметь 2 симки или 3, там, допустим, это все информативно, да, прежде всего это пользоваться различными защищающимися программами, да, которые в моменте, да, будут говорить, как все время мы по телевизору, большинство, пожилые люди, видят информацию, что вот, хотите избавиться от вредоносных звонков, вам будет свой звонок идет, да, спам, конечно же, да. То есть это программа, которая выявляет. Ну и, конечно же, есть такие программы, о них я расскажу чуть позже, да. Если время останется. Да. Вот, которые работают на то, чтобы сделать, практически непроницаемым свои социальные сети, и чтобы информация не ушла куда-то в стороннего пользователя. То есть это раскрытие. Ну и то же самое в мессенджерах и в социальных сетях мы можем также говорить, что действительно принимайте в друзья, чтобы у вас открытый аккаунт был только для друзей, товарищей, да, чтобы информацию о вас видели только те, кто это нужен. Хорошо, а как же быть публичным людям, которые в сферу, в силу занимаемой должности своей, да, или в силу своей профессии вынуждены быть публичными и не должны скрывать? Давайте я дам комментарий как представитель Лиги безопасного интернета, да, и вообще в целом тоже веду свой аккаунт лично, не меняю там ни фамилию, ни отчество, вот, ни имя, все реальное, даже адрес электронной почты имеется. Что я сделала? Я подключила свой аккаунт через госуслуги. То есть я его не регистрировалась полностью в ВК, допустим, да, а провела идентификацию себя как личности через портал госуслуги. Такое можно сделать для публичных личностей, для тех, кто ведет постоянную работу на этой платформе.
И это гораздо защищеннее, потому что тогда мы имеем возможность и установить дополнительную защиту. И вход в наш аккаунт будет по электронной почте, которая указана именно на портале госуслуг. Мы уже постоянно говорим о том, что на каждый вид деятельности заводить необходимо свою отдельную электронную почту. Прям так ее подписывать. Госуслуги, допустим, отдельная почта, банк, отдельная почта и так далее. Вот для личных сообщений, для рабочих сообщений электронные почты можно держать так же, как и карты. Карты тоже должны быть и для личного пользования, и для пользования в интернете. То есть здесь обязательно человек должен позаботиться о безопасности своей в первую очередь, да, а потом уже о безопасности своих близких. И проверьте обязательно, вот если нас смотрят телезрители, уважаемые телезрители, обязательно проверьте данные своих детей, как ваши дети записаны в аккаунтах именно в ВК, как старшие родственники записаны, в Одноклассниках тех же и так далее. То есть здесь нужно проверить и просто поменять эти данные на, ну, скажем так, на никнеймы, да, которые обезопасят их в первую очередь от мошенников. Да, кстати, есть же ведь еще такие случаи, когда через детей выходят, обращаются к детям, и дети Попадают. да, в аккаунт родителей доступы дают. Вот такие истории ведь тоже бывают. Да, такие истории как бы тоже наблюдаются, но их не так много, как наряду с другими дистанционными мошенничествами, но имеет место быть. Поэтому тут, как сказали ранее, да, тут нужно бдить вообще за всеми и за всем вообще. Потому что безопасность в первую очередь зависит от самих граждан. Мы все вот присутствующие здесь все равно проводим свои меры профилактического воздействия, всячески стараемся оградить наше население от подобных совершений преступлений в отношении них, но все равно как бы мошенники находят лазейки, изощренные способы совершения этих дистанционных мошенничеств. Давайте вот коротко подытожим, какие, ну вот от каждого, скажем так, по 3 совета, по 3 рекомендации. Да, Давайте так. Ну, прежде всего, если вы не уверены в том, что данная совершаемая вами операция как-то может навредить вам, или если вам звонят с какого-либо номера телефона, незнакомый человек представляется представителем какой-то службы, да, можете обратиться, ну, на ту же самую горячую линию, либо же, если у вас есть время, вы можете позвонить, наверное, в региональный исполком Народного фронта, да, на наш доступный номер, его можно найти везде. И прежде всего ответим кто-то из нас, экспертов, и, конечно же, мы вам сможем, ну, помочь разобраться в данной ситуации, действовать так или иначе. Или, конечно же, если есть вы человек пожилого возраста, и у вас есть кто-то из сыновей, детей, внуков, обратитесь к ним, чтобы они помогли вам. Так, позвоните в Народный фронт, одна рекомендация. Да. Так, вторая рекомендация, да, от экспертов безопасного интернета, это, конечно же, соблюдать правила безопасности нахождения в сети интернет. Напоминаю лишний раз, что все, что попало в интернет, остается в интернете навсегда. И те данные, которые мы случайно отправляем, там, фотографии паспортов, фотографии своих пластиковых банковских карт с той и с другой стороны, да, то есть это все остается в интернете, остается там навсегда, и, к сожалению, мошенники получают доступ к таким данным. То есть ничего не отправлять? Ничего не отправлять ни в коем случае? Ничего не отправлять, отдельные электронные почты? Да, отдельные карты. Отдельные симки? Да, и отдельные сим-карты обязательно. Вот. И еще один момент. Обязательно подключить самозапрет своим пожилым родственникам и своим детям, которые находятся на обучении в других городах или в других регионах. Так, с 1 марта это возможно, своим пожилым родителям, своим детям, которые учатся в других городах, посоветовать включить самозапрет. Да. И будьте любознательны, пожалуйста, изучайте материалы на сайте финансовой культуры, Финкульт.инфо. Там есть раздел по повышению финансовой грамотности. И есть также раздел «Грабли», в котором есть примеры истории людей, которые попадали на уловки мошенников и которые рассказывают свою историю об этом. Но и всегда пользуйтесь официальными ресурсами, такими как официальные сайты банков, госучреждений и так далее. Помните, что защита ваших финансов – это ваше личное дело. Ну, кстати, о том, что финансовые решения нужно принимать всегда с холодной головой, это не только от мошенников, это и от спонтанных покупок. Очень хороший совет. Пожалуйста. Ну, совет, соответственно же, опять же, отталкиваясь от статистики совершения преступлений,
Рекомендуется вообще жителям, допустим, просто элементарно не отвечать на подозрительные звонки неустановленных номеров, допустим, с разными кодами, допустим, будь это коды регионов Российской Федерации либо зарубежных стран. Все звонки, которые осуществляются по мессенджерам WhatsApp, Telegram, Viber, прочие другие как бы социальные сети, запомните просто, нужно одну простую вещь. Сотрудники силовых структур, а также Центрального банка, банков, самих учреждений никогда звонить по таким приложениям и прочее никогда не будут. И так, как бы такого никогда и не было вообще. Вот. В первую очередь, как бы хотелось, конечно же, чтобы люди как-то более относились к этому грамотнее, потому что никто никогда не будет звонить там и тем более запугивать, что там будет какое-то уголовное преследование. Конечно же, людям нужно быть более, как вот ранее сказали, любознательными, уточняться, узнавать какую-то информацию. Вот. Если позвонили, допустим, представились якобы сотрудником там, оператора какого-то сотовой связи о продлении договора сим-карты, соответственно, нужно просто найти какое-то время себе и пойти, сходить в офис. В общем, самый лучший совет – либо просто не брать трубки с незнакомых номеров, тем более из мессенджеров, либо эти трубки... Либо трубку положить, просто оборвать разговор, и не брать трубку больше. Ну что ж, это была программа «Якутия в деталях». Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас на телеканале «Якутия-24» по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия во всех деталях.